Губернатор Борис Дубровский подвел предварительные социально-экономические итоги 2015 года. Глава региона провел встречу с ветеранами из всех муниципалитетов Челябинской области. На совещании присутствовали и представители нашего города. Какие решения были приняты, смотрите в нашем следующем сюжете. В начале встречи Борис Дубровский подчеркнул значимость участия ветеранов в жизни Южного Урала и указал, что ряд проблем и вопросов удалось поднять именно благодаря их участию. Борис Дубровский сделал встречи с ветеранами традиционными. В прошлый раз беседа состоялась в августе. Тогда ветераны задали множество вопросов и рассказали о своих проблемах. Интерес не ослабевает, и ветераны очень довольны тем, что все-таки они получают необходимую информацию, интересующую информацию из первых уст, то есть из уст губернатора Челябинской области. Глава региона рассказал ветеранам о промежуточных итогах года в Челябинской области. Ситуация в экономике остается стабильной. Правда, есть негативное влияние на доходы населения. Тем не менее, власти региона находят возможность оказать поддержку южноуральцам. Также губернатор сообщил, что по его решению все социальные выплаты будут проиндексированы на 7%. И мы приняли решение, что произведем к Дню пожилого человека выплату, поддержку ветеранам, пенсионерам по возрасту в Челябинской области. Размеры этой выплаты мы сейчас уточняем. Это будет от 600, 700, может быть, если сможем дотянуться, до 1000 рублей на человека. Инициативу губернатора поддержали громкими аплодисментами. Ведь сейчас такие меры поддержки просто необходимы ветеранам. Представители Троицка также присутствовали на встрече. Решению повысить соцвыплаты на 7% они рады и теперь с нетерпением ждут его утверждения законодательным собранием области. Все относятся к этой инициативе положительно, потому что то, что губернатор пошел на такой шаг в такой трудной экономической ситуации, это здорово. При том положении, что сегодня подорожали лекарства, подорожала коммуналка, конечно, пенсионеры очень рады. По словам главы региона, порой средства удается изыскать благодаря пересмотру расходов. Идет процесс ликвидации неэффективной собственности. Власти экономят на госзакупках. Все это позволило дополнительно изыскать 3 миллиарда на повышение зарплат бюджетников, газификацию и благоустройство. Елизавета Кулешова, Александр Клыков, ТВ Троицк.